коронавирусная инфекция все еще не спадает. Она среди нас, поэтому очень важно в общественных местах соблюдать масочный режим. Ну а в этом магазине эпид-обстановки подошли очень оригинально. Без маски, без перчатки не выходить! Тем временем сотрудники Роспотребнадзора продолжают рейд. Замечания не заставляют себя ждать. Отсутствие разграничительных меток и средств индивидуальных защит. Первые нарушения прямо с порога. Люди заходят, да, люди заходят. Я вижу, что они без масок. Охрана уже должны стоять на месте. Но отсюда тоже заходят. Медицинские одноразовые маски необходимо выдавать как работникам, так и покупателям каждый день. Отговорки типа «только что закончились» не принимаются. В запасе их должно быть на несколько дней вперед. Благо не все предприниматели относятся к этому безответственно. Маска Заплатить штраф за отсутствие масок обязан и покупатель, и продавец. В общей сложности нарушение может обойтись 10 тысяч рублей. На эти деньги предприниматель мог бы купить порядка 500 масок. Несмотря на статистику и размер наказания, некоторыми правилами все же пренебрегают. То ли вируса не боятся, то ли административных протоколов. То вы не предупреждаете, и у нас нет такого карантина, как бы никаких мер до сих пор не было. И вы сегодня приходите, конечно, люди не готовы еще к этому. Это мы только сегодня приходим, да? Каждый день ходят они здесь, и каждый день. Но я не видела. Однако на каждого нарушителя найдется свой закон. Несмотря на все оправдания предпринимателей, за несоблюдение норм итог один – временное закрытие. И каждый день проверяйте. Каждый день проверяйте. В отличие от предыдущего, к этому салону красоты никаких замечаний нет. Для клиентов тут и памятка о профилактике коронавируса, и десредства. В помещении работает и циркулярная лампа для обеззараживания воздуха. Мы каждое утро и вечером, когда мы уходим, обрабатываем слоркой. Ну, естественно, мы соблюдаем дистанцию клиентов, имеется в виду, и обрабатываем также, до что мы можем дотрагиваться. А вот в этом магазине так и непонятно, где средства для защиты или собственной выгоды. Ведь все должно располагаться в удобной зоне для клиента. На продажу, да? Нет, вот у них стоят. А и там они почему стоят, когда они здесь должны стоять, ваша? Но это для продажи, это ценник это ваше, да? Тогда что они у вас там стоят, когда они должны здесь стоять у вас? Не отличаются правила и в общепитах. Ко всему прочему, официанты должны обслуживать посетителей строго в масках и перчатках. На кассе же соблюдать социальную дистанцию. Дистанцию надо соблюдать между посетителями. Аж до холостя, но я успеваю. Ага. Хорошо тогда. Мы рассаживаем их подальше, чтобы близко не сидели. И все время объясняйте посетителям, чтобы они соблюдали эту социальную дистанцию. Несколько десятков объектов и столько же нарушений. Соблюдать ограничительные меры, связанные с эпид-режимом, спешат не все. Тем временем сотрудники Роспотребнадзора напоминают о реальных цифрах. За эти сутки ковид выявлен еще у 55 человек. Дирекция торгового центра провела профилактические мероприятия, то есть всем были даны разъяснения по поводу профилактики данной инфекции. Но тем не менее у нас в республике остаются такие проблемы, как несоблюдение масочного режима. Также по итогам предписаний, которые мы выдали ранее, по ним будут проводиться повторные проверки на соблюдение тех или иных требований. В общем, с первого взгляда практически образцово-показательный центр, однако внутри нарушений немало. Важно понимать, что меры предосторожности нужны в первую очередь для здоровья себя и своих близких. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.